Рабочая группа Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям призвала к немедленному и безоговорочному освобождению уйгурского журналиста Курбана Мамута, основателя сети Багда Сагбира Асата, и врача Гурсена Аббаса, которые пропали без вести после задержания китайским правительством. Согласно отчету ООН, путем произвольного задержания и лишения свободы китайское правительство нарушило не только внутренние законы Китая, но и серьезно нарушило международные стандарты справедливого судебного разбирательства и Международную конвенцию о всеобщих правах человека. Китайская коммунистическая партия снова заставляет мусульман-уйгуров исчезать в Восточном Туркестане. Уйгурские дети плачут из-за близких людей, которых увозят на автобусах в неизвестные места. На видео, распространенном в социальных сетях, снятом в Китае, можно услышать голоса, говорящие «Твой отец ушел». С 2017 года китайское правительство отправило более 5 миллионов турок-уйгуров в тюрьмы, лагеря и фабрики принудительного труда. После этого многие уйгурские дома превратились в руины. Американские законодатели обратились к Министерству торговли США с просьбой добавить китайскую компанию-производителя авиационной и космической техники в список конечных военных пользователей. Два сенатора-республиканца в Конгрессе США недавно направили письмо высокопоставленным чиновникам Министерства торговли США, выразив подозрение в том, что контролируемый Коммунистической партией Китая производитель авиационной и космической техники China Commercial Aircraft не был включен в список конечных военных пользователей и попросили, чтобы китайскую компанию включили в этот список. В своем выступлении в Бруклинском институте в Вашингтоне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан дал оценку глобальной экономической стратегии США и подходу к Китаю. Подчеркнув, что экспортные ограничения США в Китае относятся к некоторым критически важным секторам и не нацелены на общие экономические отношения, Салливан сказал: «Мы не разрываем связи с Китаем, мы снижаем риски. Наш экспортный контроль узко сосредоточен на технологиях, которые могут измениться. Мы хотим убедиться, что они не будут использованы против нас». Береговая охрана Китая и Филиппин встретилась 21 и 23 апреля возле рифа, известного как вторая отмель Томаса, который считается спорным районом. После рассматриваемого инцидента второй риф Томаса стал ареной взаимного патрулирования групп береговой охраны двух стран, при этом китайские корабли совершали опасные маневры против филиппинцев. Также сообщалось, что морской патрульный самолет типа P-8A «Посейдон», принадлежащий ВМС США, совершал полеты в спорном Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем. Шу Джуйтин, представитель Министерства торговли Китая, решительно выступил против позиции США, направленной на препятствование заполнения рынка корейскими производителями чипов. Так, Пекин заявил, что южнокорейские чипы должны поставляться на рынок Китая.